Я сквозь эти ветки прошел, и рукав замутил. Недавно дождь был. Ну, сейчас я сбил эти капли. Ну, час 20 дождило хорошо. Да. Вот черника курс. О, слушай, а пожалуй, в этом году тоже черника ничего. Собственно говоря, тут же всегда много и не было. Ну, будет хорошо, будем жевать. В принципе, есть черника, можно сказать. Слушай, давайте пожелаем нам удачи в рыбалке. В смысле, чтобы много не попало. Тащить, блин, по болоту, а не дай бог еще до реки по болоту, там, где выше колена кинул. Ух ты, точно, вон этот самый, капли висят. Палкой постукивать. Ну да. О, дождик. Как хорошо на ветру. Даже на комаров внимание обращаем, просто свежий воздух. А, я заметил, комары вдруг пропали. Ну да. В лесу птичий влажный воздух, Да-да-да. ветерок. Да. Болото есть болото. О! По колено тонет местами. Ну что, на рыбу какую-нибудь сняла или не сняла, а? То-то я стал сомневаться, что она хорошо снимает. Какие-то блики вчера мелькают. Эта рыба, наверное, если за 5 сантиметров подойдет, у меня сложилось впечатление, что-то снимет. Я, конечно, понимаю, что аккумулятор под ноль сажать это вредно для здоровья аккумулятора. Ну, дождик попал. Недаром прятал. Сейчас аккумулятор посмотрю. Ну, давай, признавайся, попалась рыба или нет. Сел полностью. О, еще и включился. Нет заряда. Я обратно выключился. Ну, замечательно, хорошо. Во-первых, живой. Значит, собираем. У меня подводная видеокамера, я ее включил, она включилась, выключена была. Сказала, пошел нафиг, заряда нету, и выключилась. Без бушки заряжу и посмотрим, что-то есть или нету. А ты-то дома. 10 часов, если снимала, мать ее за ногу. Сразу паспорт делал, думаешь, дождь пойдет? Нет, у меня спину комары. Это важнее, чем комары, важнее, чем дождь. Я тут не шевелюсь, не запотею. Ага. Ну, ладно, я пошла. Ого, ого, крутоватый. Тут спуск. Недаром мы придумали поручни. Так, попа в воде, это мы скачаем. Интересно, в лодке свежее осиное гнездо, а ни один шершень не вылетел за второй день мы уже обожаемся с тобой. Ну, погода тоже не нравится, ладно. О, ну что, приятель, поехали. Стоять. Так, плащ и продукты с собой, конечно. Ясно дело. О, булькает тут прямо. Весло. Готовы? Ну ладно. Поехали. Как так? Ну, подводную видеосъемку, видеокамеру потом сниму. Сегодня 2 июля, считай, практически середина лета. Рыба, ясно дело, ловится в основном в траве, но одну сетку я на глубину поставил. Не сколько на глубину, сколько тут, где яма идет, тут скос. И прямо на скосе в прошлом году рыба нам большая щука попала. Разодорили, поэтому на чистую воду считай. Тут столько коряк попадало, в смысле деревьев попадало.
Потому что ветер, что ли, дул больше. Так, ну что, дергается, нет? Не дергается. Ну, да нет, и сюда. Ух ты! Не понял. Хопа! Так, мимо коряк проскочил. Интересно. Крупная плотва попала, 2 штуки. Ну, посередине озера. Тонкие, включая яму, рыбы нету. Ну, это у меня чисто на щуку было поставлено. Край склона ямы. Ну и ладно. Я же удачу попросил много не ловить. Ох ты! Коряги. Ну, это я на корягу попал. Все дело в том, что, наверное, уже старая стала и в легкую ветки обломались. Нифига себе. Пообломались. Ладно, это мы на берег выкинем. На берег. Ну, я же говорю, рыба летом в основном в траве. Или край травы. Там у них питание. Что на глубине делать? Да, легко отделался. Такая мощняцкая ветка там была. Ну, куда ты? Ну, какой дурынки. Коряга плавает по дну. Всех поймаешь. Ни одну. Смотрим сетку, которая в траву поставлена. Ну что, сначала посмотрим вдоль сетки, что какая-то рыбка-то есть, и даже сквозь воду видно. Ух, ну, что-то есть. Сейчас мы посмотрим, в траве больше рыбы или край травы. Ну, тут траву край берега залило. И, собственно говоря, ну, это, наверное, свеже попавшаяся. Нормальная плотвичка. Край берега. Вдоль залитой травы. Я говорю, рыба сейчас в траве. Коряги больше около берега. Ладно, сейчас будем собирать от берега. Ветер, блин. Так, ветер это нехорошо. С ветром хорошо, когда дядя Валера рыбу там убирает, а я сетку забираю. Если бы я тут на месте сетку потрошил, если я рыбу вынимал, меня бы ветер замучил бы. Ну, вторая сетка. Ни хрена себе. Ни хрена себе плотвичка. Класс. Глаза красные. Плотва. Окунек. О, ни хрена себе. Ух, щука. Плотва, щука. Надеюсь, ты не уйдешь? Я говорю, рыба сейчас в траве. Ну, ветер, куда ты гонишь? Ну, нельзя сказать, что большой урожай. Ну, я и большой урожай-то и не заказывал. Я говорю, удача, давай, помогай, чтобы много не было рыбы. Ну и край травы, край глубины. Ну, в смысле открытой воды. Ну что, Валерий Батькович, сейчас я тебе работку привезу. Ни хрена. Рулим дядя Валерия, а потом те 2 сетки возьму. Все, солнце иногда выглядывает. Так, мысок леса тут от ветра немножко спасает. Пользуемся. Прибавляем скорость. Ну, где там причал-то? Ура!
Первый рейс. Так, ну что, не убегай. Сейчас мы сети подымем. Валерий Батькович, что-то я подозреваю, одно ведро, наверное, у нас будет. Лишь бы не больше. Хома! И! Ну, чай не попьешь, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Ну что, удача нам не обманула, это самое. Заказал много рыбы, чтобы не попало. Ведро даже не знаю, попадет, не попадет. Ну, пол ведра вообще замечательно. Тащить сильно не надо. Собственно говоря, сегодня и с ветром повезло. Редкие порывы и слабенькие. В принципе, безветренно. В принципе, можно было сказать, что сегодня безветренно. Не знаю, на небесах кто там главный отвечает за погоду. Наверное, тоже прогноз почитает. Вчера по прогнозу вообще 0 дождя должно было быть. Хлестал, будь здоров. А сегодня дождь должен быть. И солнце не должно. А тут солнце. И дождя нету. Вот жизнь. Какая интересная. Он так шутит, что ли? Но с другой стороны, если читает прогнозы, русский язык знает, значит наш товарищ. Ладно. Ну ладно. Поехали. Там еще пару сеток. Так, ветер в спину, это, по сути дела, помогает. Ну, спасибочки. И на этом. Утка взлетела. Где-то утята. Ветер гонит прямо на нее. Эй, пупсик, где-то она тут села. И что, взлетать снова не хочет? Это она меня уводит. Значит, птенцы там. Ладно. Не хочешь сниматься, Бог с тобой. Бог тебя простит. GoPro я вдогонку включил, не знаю, попало, не попало. О! А это откуда взялась? Вторая, что ли? Тогда здесь пару выводков должно быть. Ну, как ты их заметишь? Если бы легко было замечать, они бы не сохранились. Их давно бы все съели. Любители утятины тут навалом в лесу бегает. Ну, кувшинка белая, привет. Кувшинка белая. Индикатор чистоты водоема. Ну, пару заводиков если поставить, так почему тут и не будет их. Ну, булькать не хотят, и ладно. И больше никто не взлетает. Вывод. И едем за сетками.